Дорогие друзья, дорогие гости, зрители, сегодня мы присутствуем на уникальном празднике. Праздник, который продолжается уже 21 год. 21 год подряд мы проводим такие крупные, масштабные, сильные, мощные соревнования, которые назвали «Московский вызов». Это реальный вызов для всех, для организаторов, для спортсменов, для зрителей. Соревнования массовые, одновременно проводятся на 17 площадках, 15 из которых ведется прямая трансляция. Все регионы, страны, которые приехали, могут наблюдать за своими спортсменами, болеть за них на расстоянии. Каждый год мы стараемся усовершенствовать, улучшать эти соревнования. Просто вдумайтесь, 21 год подряд. Здесь уже в зале сидят те, которые 21 год тому назад сами участвовали. И сейчас они, зрители, поддерживают уже своих детей, которые выступают, продолжают традиции. Кто-то до сих пор выступает. Это кузница чемпионов. Все наши чемпионы Европы, мира, вся наша сборная ковалась на таких соревнованиях, именно на этих соревнованиях. Поэтому мы создаем традиции, мы создаем здоровую нацию, здоровый образ жизни. И хочу поблагодарить штаб «Татар», который нам всегда помогает. У нас самый теплый, самый хороший, самый дружеские, доверительные отношения со всем руководством штаба «Татар» в Москве. И, пользуясь случаем, таким праздником, выражаю всем им большой привет и нашим друзьям, братьям большое спасибо. Сегодня мы все собрались, встретились на большом историческом празднике, это «Московский вызов 2021». Мы уже принимаем безостановочно 17 лет участия в этом турнире. На планете нет масштабнее, нет больше соревнований, чем «Московский вызов». Сегодня больше, чем 2200 участников. И пропускать такое мероприятие – это глупо и неправильно. Спорт всегда мотивирует, заставляет нас заниматься, всегда заставляет нас мыслить правильно, позитивно, помогать ближнему, созидать, сотворять добро на планете. И руководствуясь принципами тэквондо и ITF, я всегда приезжаю на соревнования, всегда принимаю участие на этом мероприятии. Тэквондо хорошо тем, что даже в возрасте 50 лет можно выступать по-взрослому и завоевывать медали большого достоинства. Да? В этот раз серебро, но будет и золото. Да? Само по себе тэквондо развивает очень много физических качеств, да, ну как в принципе и все виды спорта, но нас больше, наверное, интересует социализация людей, детишек, да, то есть мы стараемся воспитать из них личность, может не стать чемпионом мира, но вот именно личностью, которая будет стремиться побеждать, ставить перед собой цели и их достигать, нам это сделать очень важно. Тэквондо учит именно этому. Как, в принципе, и мы стараемся научить этому своих спортсменов. Что дает тэквондо? Конечно, в жизни дает тэквондо самое главное. Это уверенность в том, что ты можешь изменить как жизнь свою, так и помочь другим менять ее в лучшую сторону. Основа моральная очень сильная у тэквондо, что важно в такое время, когда люди иногда забывают родственные связи и не могут друг другу оказать какую-то помощь. Любой тэквондист, если его попросить из другого региона или просто на улице, если он тэквондо знает, то он поможет тебе, да? Он не остановится перед несправедливостью, да, и поможет любому человеку в этом деле. Поэтому занимайтесь тэквондо и будете не только здоровы, но еще уверены в себе. Помнится мне, что я был на самых первых соревнованиях в качестве участника, поэтому для меня эти соревнования имеют такую сакральную роль. Я помню, как я приходил на этот турнир, как я волновался, когда мы видели огромное количество людей на большой площадке, когда было всего не более 500 человек. И на сегодняшний день, через 20 лет, мы с вами видим такую массовость, такое единение. Более 2000 спортсменов сегодня посетили наши соревнования. Поистине легендарные соревнования еще и тем, что такого количества единовременно на одной площадке и в один день не проводится на сегодняшний день ни в одном виде единоборства.
Но самое главное, что хочется отметить, это всеобщая радость, всеобщее позитивное настроение, все то, чем тэквондо и славится. Так как в тэквондо каждый человек может найти себе направление по душе, по возможностям, по желаниям. Поэтому тэквондо – это созидательный вид спорта. В целом по России уже более 50 тысяч занимающихся тэквондо МФТ. И что еще более отрадно, что в этом году в Москве открылось отделение в спортивной школе Олимпийского резерва «Север», отделение тэквондо МФТ, что говорит, что федерация развивается правильным путем, что к нам переходят из других федераций, из других ассоциаций и даже из других видов спорта, потому что в тэквондо ребенок может полностью раскрыть свой потенциал и в дальнейшем, после покорения международных турниров, пьедесталов, чемпионатов мира, Европы, ребенок может стать тренером, получить профессиональное образование и продолжить также передавать свой бесценный опыт. Я уже более 25 лет в федерации с самого начала, один из первых учеников Власа Константиновича Целфидиса, и считаю его великим мастером, наставником, старшим товарищем. Уверен, с его позитивом, его порядочностью и профессионализмом в деле развития федерации, уверен, что федерацию ждет большое будущее. А мы в целом, как представитель органов власти, будем всячески способствовать развитию, укреплению и развитию такого прекрасного вида спорта, как тэквондо МФТ.